الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры. Великая хвала Аллаху, всемогущему, всезнающему. Воистину Аллах дает нам право выбора, выбрать в этом мире правда или зло. Я выбираю правду во имя Аллаха, говорит только вам все, что касается в основе ислама. Но сегодняшний день я поднимаю вопрос национальной, родственных связей своего народа. Так как в исламе говорится о родах, родственной связи, как укреплять своих родных, близких, как укреплять народы, как укреплять их идеи, интересы на пути Аллаха во всех правильных делах. Ислам – это религия Аллаха. Все, что в небесах, на земле, все покорно Аллаху. Аллах говорит в Коране: твой тень даже направо от тебя, налево от тебя поклоняется мне, говорит, без вашего веры. Также люди должны убедиться, даже они будут отрицать слово Аллаха, Божье слово, все равно Аллах так делает, как Он хочет. Все Аллах предопределил для нас, добро, зло. Только остается праведникам уверовать, все от Аллаха исходит. Аллах говорит в Коране: даже лист дерева не падает на землю без Его воли. Все воля в небесах, на земле – это воля Аллаха. Аллах поручил многим ангелам, праведникам вести свою борьбу против зла, проклятого, против зла шейтана. Но сегодняшний день на нашем земле, в нашем народе мы видим Азербайджан. Это и есть злое государство, которое ущемляет права нашего народа, отнимает у нас право выбора, которое Аллах дал на нашем земле, Лезгистана. Воистину, Аллах открывает глаза у тех людей, кто ищет справедливость. Действительно, если мы будем брать свой национальный интерес, так как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил в свое время: изучайте много языки из разных народов. Это входит в сунну пророка Мухаммада. Чем больше мы будем знать разные языки, тем лучше считается. Но правительство Азербайджанской республики не запрещает нам. Даже свой родной язык они наши уничтожают. Ведут свою борьбу почти 105 лет против лезгинского народа, ассимилировать нашу нацию, уничтожить нашу нацию. С этой точки зрения они показывают себя, свой внутренний грязный мир перед всеми странами мира, что они действительно ущемляют, забирают все права лезгинского народа. Если взять, лезгинский народ имеет право на своем родном языке школы, радио, телевидение, газеты, журналы, радиопередачи, все, короче. Но так как 105 лет Азербайджан нам запретили, ущемляет права нашего народа, этим они доказывают, именно лезгинам: вы никто. Нет у вас матери, нет у вас языка. Вы никто, проходимцы. Они вот с этой точки зрения подходят к нам, 105 лет ассимилируют наш народ и задевают честь, совесть нашего народа. Все права нашего народа в Азербайджане уничтожены. Представляешь, историю лезгин сами воруют, из себя делает Кавказская Албания, или из себя строят там, воруют наши истории, наши все завоеватели.
Но эти проходимцы, которые злой республика азербайджанский, задевают честь, совесть наших народов. Не то, что именно лезгиноязычные народы тоже полностью ущемляют, потому что они хотят доказать, что эти земли принадлежит все земли, начиная от Дербента, Касумкент, как они говорят, это наше имя, Ортасталы, Магарамкенти, все кенти, которые они переписывали во время Советского Союза, они считают, что эти земли как будто ихние. Лезгины с неба упал, они не должны там находиться, жить в этой территории. Вот у них какие планы мерзкие против нашего народа. Поэтому думайте, народ, когда я борюсь против этого зла, который задевает честь вашей, ловит, сажает ваших детей, уничтожает их в тюрьмах, расстреливают, это все зло против вас со стороны дьявола. Это бесы дьявола, это не республика. Лезгины никогда веками, даже когда военные пленные попадали, ни над кем не издевались. Лезгинский народ веками доказывал справедливость, честность. Они не ущемляли ничьи права, короче. Даже Тебриз зашел, захватил Тебриз, уничтожили эти крепости. Там лезгины обратно вышел. Не строили свои завоевательские беспредели против этих народов. Понимаешь, никогда в истории Лезгин ни на кого не нападал. На нас нападает всякие дьявольские страны, всякие, кто хотят навязывать на нас свою налоги там, захватывать наши земли. Всегда лезгины защищали свою честь, совесть. Но сегодняшний день, если так смотреть интересы своего народа, это и есть большое оскорбление чести нашего народа. За то, что наш народ требовал свой родной язык в 90-х годов, организация САДВОЛ была уничтожена. Посадили в тюрьмы, и в тюрьмах их всех уничтожили, убили многих лезгин. Вот что доказывает сегодняшний день Азербайджанская республика против нас. Поэтому все народы растут. Как во время Советского Союза, начала революции, аварский народ было 90 тысяч, а сегодня почти 1 миллион. Также все народы растут, кроме лезгин. А лезгины, наоборот, падают вниз, у них нет рождаемости. Доказывает Азербайджан свой тупыми идеями, что у лезгинского народа нет рождаемости. Понимаешь, как они ущемляют наши права. Именно идет сильная ассимиляция на территории Азербайджанской республики. На территории Российской Федерации у нас есть в школах права, газеты, журналы, радио, телевидение, все есть. Выступаем, общаемся. И такое ущемление нет у нас, как в Азербайджане. За это я 12 лет сидел в азербайджанских тюрьмах. Я поднимал эти вопросы перед Советом Европы тоже, перед ООН тоже. Именно к нам, когда приходили депутаты Совета Европейский, Андреас Кросс, там мы поднимали эти вопросы, как ущемляет наш народ. Никто наш вопрос вообще не решали. Никакой организация не поддерживает. Почему? Потому что есть коррупционная система. Кто бы ни приехал, проверка на территории Азербайджанской республики, они сразу дают взятки. Поэтому ясно для людей, ясно, что Азербайджан ведут свою борьбу
деньгами, покупая, продавая, все, короче, лишь бы чтобы голос лезгин не существовал в Азербайджане. Но сегодняшний день я поднимаю вопрос не то, что это касается лезгинам, это к всем народам Кавказа, всем народам коренным народам касается это все. Потому что около 105 лет они ведут свою политику против нашего народа, ущемляя права, запрещая родной язык. Но этим людям завтра, если они возьмут весь Кавказ, такую же политику они будут вести. Запрещать будет чеченцам, аварцам, даргинцам, всем народам Кавказа будет запрет на своем родном языке. Они захотят все, чтобы разговаривали на азербайджанском. И все территории земли будет это как Азербайджан. Как они это сделали в Турции, когда захватили Константинополь. Они этим гордятся, потому что эти земли не ихние. До них на этих землях жили все народы. Они говорят, мы мусульмане. Они в этот момент используют мусульманство, а после того они используют свои национальные интересы. Но это же плохо, уничтожение народа, уничтожение нации, родного языка. Это честь. Каждый родной язык, кто разговаривает на своем родном материнском языке, никто не имеет запретить. Потому что это родной язык, это и есть материнский язык. Вам ясно сказано в хадисах пророка Мухаммада, под ног матери находится рай для вас. Этот язык надо уважать. Почему? Потому что язык материнский, отцовский, а Азербайджан, республика, не уважает нас. Я хочу это доказать, что именно Азербайджанская республика весом пылинки, у них нет уважения к лезгинскому народу. Они же говорят, лезгины наши братья. Если лезгины были бы ваши братья, почему вы 105 лет нам запрещают наш родной язык? Понимаешь? Кто вы такие, чтобы запретить нам наш родной язык? Подлецы. Мы же тоже народ такой же, как и вы. Понимаешь? Они хотят уничтожить нашу национальность. А родственные связи, также в Коране пророк через своих этих нам приказывает укреплять связи на пути Аллаха. Но Азербайджан не дает нам родственные связи, чтобы мы укрепляли. Они нарушают и в духовном точке зрения наши права, и национальном. С двух сторон они, когда мы поднимаем национальный интерес своего народа, чтобы укрепить родственные связи лезгинского народа, они сразу поднимают, мы мусульмане. Ну, если вы мусульмане, почему вы запрещаете нам наши родственные связи? Потому что они тупые. Это правительство. Тупые люди вокруг в этом правительстве собрались, которые дальше носа, у них нет знаний весом пылинки. Они просто хотят свой мрак, как одеяло, бросать на наш народ. Под этот мрак, чтобы наш народ был слепой, глухой, немой, ничего не видел, и забрали их национальность, все стали азербайджанцами. Такое же не бывает. У нас же есть вековые культуры, истории нашего народа, как наши предки стояли, сражались против всех врагов, кто наступал, кто захватить хотел нашу территорию. Везде мы проходили как победители, проходили. А сегодня из нас делает такой же народ, чтобы вот мы находимся на исчезновении тоже. Разделенность на две стороны.
Вот честь, совесть нашего народа, что переходить границы на территории Азербайджана, Азербайджанской республики, на территории Дагестана или из Дагестана на Азербайджан, со всех сторон поставили запреты. Это и есть самые грубые нарушения против нашего народа. Мы эти границы должны сравнять с землей. Почему? Это честь наша. И на той территории наш народ мучается, не смогут попасть в родной дом отцу, матерью, родственникам. И на этой стороне также страдает наш народ. Не могут переехать в гости даже к родным, близким, к похорону или свадьбу, участвовать где-то, укреплять свои родственные связи мы не можем. Почему? Потому что из-за тупости этой республики Азербайджан. Если так взять территорию России, взять территорию Азербайджан, ладно, у России есть свой власть полностью, большой империи, ясно. А этот маленький, не империя, никто, просто микробы заразные, азербайджанские республики. Что ты против России собираешься идти воевать, что ли, чтобы укреплять эти границы? Ну что ты издеваетесь над нашим народом? Потому что они тупые. У них свои грехи есть в Украине. У них свои грехи есть, помогая Украине против России, уничтожая народ россияне. У них свои грехи есть, помогая Турции. У них свои грехи есть против Грузии. У них свои грехи есть против армянского народа. У них свои грехи есть против лезгинского народа. Вот бери, против скольким народам они создают помех внутри Кавказа, из-за Кавказа. Ни с кем у них не ладится образ жизни. Почему? Потому что они хотят свое. Они хотят у всех забрать, создать свое, расширить свое злое государство Азербайджан. Но из-за этого они вынуждены использовать наш лезгинский народ и лезгинязычные народы в военных положениях в Азербайджане или против России, через Украину или через Карабах против Армении. Из-за этого они укрепляют свою грязную, заразную республику. Поэтому, дорогие мои братья, честь от Аллаха исходит к нам через наши добрыми деяниями. Честь возвращается к Аллаху чистым, должен вернуться. Но сегодняшний день это честь наша, все это топтано с этим азербайджанским заразным республиком. Я это республикой не считаю. Если вы себя считаете турки Азербайджан, езжай в Турцию, живи там. Пускай будет турки Азербайджан там. Если вы считаете себя каджары, иранцы, персы, езжай, живи в Персии. Зачем вы мешаете всем народам на Кавказе? Вы же не коренные народы. Вы же пришли на нашу землю, вам дали жить. Сделал вам уважение, но вы сегодня беспредельничаете. Почему вы пошли против нашего Аллаха? Почему вы сеете зло против наших народов на Кавказе? Разве мы не люди? Разве нас Аллах не создал, не сотворил? Поэтому со всех сторон Республика Азербайджан виновен во всех грехах. 105 лет они ведут войну против лезгинского народа, ущемляя права, запрещая родной язык, культуру, радио, телевидение, полностью убивая наш народ, сажая даже во времена Советского Союза, КГБ Азербайджана сильно издевались над кто поднимал национальный интерес, их отправляли в тайгу, выселяли с территории лезгинского. Поэтому они дали эти кенты, Касумкенты, автобусы, все, которые Баку, Касумкент, Ахты, Касумкент, Магарамкент, Баку. Вот это все автобусы, они сами писали кенты, и так пошло вот эти места, наша территория,
все кенты, азадоглы, вот это, потому что через 20-30 лет, через 50 лет они скажут, это наша земля. Как Дербент сегодня они говорят, это наша земля. Опять скажут, еще нашим детям будет проблема, не нам, нашим детям, когда у них будет нагло забирать огороды, нагло будет забирать наши районы. Поэтому они ведут такой коварной политика против лезгинского народа. В чем они прав? Я же открываю для вас ваш разум, чтобы вы поняли, как они ведут против нас свою грязные идеи, навязывает нам свою. Нам не надо это монгольский ничего. Они для нас монголы. Они, по идее, должен жить в Монголии. Потому что Чингисханом они оттуда вышли все. Они захватили Иран, хотел захватить арабские страны, хотел захватить Турцию, там везде, Константинополь, везде. Вот эти племена, которые в те время, они были и татары, и монголы, мы их называли. Но они заходили в Дербент, нападали на крепость, не смог захватить крепость. Также мы им давали, они ушли обратно. Через Грузию они зашли в Россию, покорить Россию, Украину. А сегодня они такую же политику свою беспредельно ведут против нашего народа. Поэтому Аллах пусть будет судья для них, осудит нас. Многие там нехорошие лезгины, так называемые, которые сидят на диванах, против меня говорит, как будто я создаю это все против Азербайджана, иду. Я против Азербайджана обязан идти. Почему? Потому что они перед моими глазами убивали лезгинов в тюрьмах, расстреливали, убивали. Они сидели в расстреле, в камерах под расстрел наши лезгины. Специально эти коварные чертовской республика, этот азербайджанский, когда моя мама приехала ко мне на свиданку в Министерство национальной безопасности Азербайджана, они ее спустили в подвал, где находятся резиновые камеры в Министерстве национальной безопасности. Перед моей матерью начал над нашими лезгинами, чтобы моя мама это все увидела, как они издеваются. Вот представляешь, какое представление они сделал для моей матери. От этого издевательства над лезгинами в тюрьмах, в тюрьме, пока они находились под следствием Министерства национальной безопасности, моя мама без сознания упала, выдержал это издевательство. Вот они хотели доказать лезгинам, мы вот так издеваемся над вами, черти. Понимаешь? Вы хотели родной язык. Вы хотели поднять Азербайджан национальные интересы. Вот так они издевались, их всех расстреливал. Убивали в каменных режимах. И мама мне это все говорит, сынок, тебя тоже так бьют. Они всех, над всеми издеваются, эти коварные твари. Поэтому как мы можем считать это республикой, когда за спиной нашего народа они убивают наших же братьев лезгин. Поэтому они свое лицо показал нам. Я никогда не буду смириться с этим заразным республикой Азербайджана. Они наши враги, это правительство. Они не должны существовать ни Кавказе, ни за Кавказе, нигде. Они должны идти, кто их создал, за Сталином свою могилу, это республика. Поэтому у меня лично есть ненависть к этому Азербайджанскую республику, так как они издевались над нашими лезгинами. Так как они запрещают нам наш родной язык, радио, телевидение, культуру нашей, обычаи, традиции, все нам и духовный,
и национальные все вопросы нам запрещено, и за это я их ненавижу. Почему? Потому что я считаю, мой народ – это достойный народ. Если они считают себя достойным против нас, они, черти, приписывают всякие зло, всякие грязные дела, ловит, сажает, ворует наших лезгин с территории Российской Федерации и их убивает там. Понимаешь, чем они занимаются? Это коварно. Они те деньги, которые нефтяные, там что продают западным странам, Израилю, Турцию, вот эти деньги они расходуют, как уничтожить лезгин. А такие люди, как Яралиев, идет за закрытым дверями, сидит с ним, беседуют, ведут политику, как продавать, предать честь, совесть нашего народа. А потом некоторые люди говорят, Яралиев – это хороший человек. В чем он хороший человек, если он за закрытыми дверями сколько встречался Гайдар Алиевым? Предали нас, лезгин. А когда его хотел снимать с должность прокурора Дагестана, я эти 7 министерских поста, я это и защищал, начиная от министра финансов Дагестана. Мы защищали также Наурузова, самый богатый человек был в городе Дербенте. Почему его застрелили? Именно политика Гайдар Алиева через Мухаммад Али они уничтожали, убивали наших лезгин, у кого хотя бы были в финансе, чтобы не был финансирован садовал организация. Они из-за этого издевались, убивали наших лезгин. Просто вы много что не понимаете. Вот этот подлец Гамид Гамидович, который снимал, заставлял, забирал должности министерские, министр финансов Дагестана. Вот они беспредельничали под командованием Мухаммада Али против нашего народа. Забирал. Я с ним сколько у дома Хачалаева, Магомеда дома, Надира дома, на разборках участвовал. Я сказал, попробуй снимать хоть одного министра, даже прокурор Дагестана. Я подниму Южный Дагестан, закрою Баку-Ростов трассы, железной дороги, подниму шум до Кремля. Я заставлю обратно восстановить наших лезгин, министерские поста за нашим народом, короче. У нас были такие разборки были часто, но все равно Мухаммад Али заказывал убивать, расстреливать, взрывать наших лезгинов. Понимаешь, лишь бы чтобы у лезгин поддержки не было. Он выполнял все обязательства перед ним, которые поставил Гайдар Алиев. Поэтому вы это должен убедиться. У нас 2 врага есть. Один враг – это прямой Азербайджан. Второй враг – они всегда используют рычаги правительства Дагестана. Мамед Салам, ихний агент, начиная с тех времен, во время Советского Союза, он даже служил в Азербайджане в десантных войсках. Он завербованный сын своего отца против нашего народа. Хоть он даже сегодня работает в Кремле, в президентском аппарате, он все равно завербованный агент Азербайджана. Также Абдуллатипов завербованный агент Азербайджана. Он предал весь аварский народ. До сих пор аварцы сидят в тюрьмах, политзаключенные, закаталские люди, закатала. Али Анцузского, когда убили, даже ни один аварец не поехал со мной на переговоры к Гайдару Алиеву. Только приехал Надир Хачалай со мной, взял своих людей, делегации, приехали со мной защищать интерес Али Анцузского, Закаталский. Почему? Его в центре города убили, этого человека, депутатами или Меджлиса. Потому что Али Анцузский защищал интерес закаталского народа. Закатала. Не давали даже азербайджанцу ущемлять права закатали аварских народов. Там
ахурского народа, всех. Поэтому Гайдар Алиев заказал, убрал его и все. Думал, на это точка. А до сих пор там два брата сидит по жизни. Мухаммад Амин, Ильхам, два брата варцы сидят по жизни. Виноват в этих делах сам Гайдар Алиев. Они сидят незаконно. Не то, что над лезгинами и над аварским, и над всем народом они издеваются. А сегодня многие там аварцы защищают интерес этих моголов. Почему вы во время даже персидские завоеватели, когда приходили, против них тогда воевали, а сегодня вы с ними целуетесь, бессовестные. Веками вы живете полностью на земле Лезгистана, Дагестана, и вы сегодня нас предаете многие подлецы. Ради чего? Ради деньги. Что Ильхам оттуда отстегивает вам по трубе нефть, подачками со всеми. И за это вы честь продаете своих же братьев в Лезгине. С двух сторон вы оккупировали наши земли, и духовные, как духовенство Дагестана, духовное управление Дагестана часто бежит, стучат о нас. Вы не можете даже дербенские мечети там азербайджанцам что-то говорить, когда они этот мечеть захватил под себя, короче. Почему вы не говорите? Потому что у вас нет никакой власти. Даргинцы вас как духовное управление не признают. Ни кумыки, ни один народ вас как духовное управление Дагестана не признают. Вы там собрались, Данияловские мафии, вот это аварцы. Часто бежит Азербайджан, представляет себя как духовное управление и предает интересы нашего народа. Я вас лично, когда меня избрал Дарбыш Гаджибов, он меня поздравил в должность имама. Он сказал: Асул, ты имам наш, работай с нами. Он муфти был Дагестана. Я сказал: я с вами буду работать тогда, когда вы будете поддержать полностью лезгинский народ, не считая Азербайджан. Азербайджан, государство, ущемляет права полностью лезгинского народа. Но духовное управление Дагестана отказал поддержать интерес лезгинского народа, потому что лезгины были обязаны за эти земли, которые в Азербайджане, за эти земли платить закат на пути Аллаха. А духовное управление отказался от лезгин. Сказали: Азербайджан – это наши братья, мусульмане. Тогда этот Пашазаде, Шейтан Пашазаде, боевик Гайдар Алиева, который настраивает Украину против России. Вот он вел свою типа духовенство Украины, там духовенство других стран, он вел политику Гайдара против России тогда еще. Сам Бухарик алкаш, который у него кабинеты весь коньяк пил, все время он вел политику Гайдара Алиева. Вот такое безобразие у них, кто учился в то время в бухарском медресе. Вот это все, кто времена Советского Союза их учили, они для шпионажа готовили, чтобы в Афганистане что происходит, в других странах что происходит. После окончания бухарских медрес их разбрасывали по всему миру. Там какие интересы идет против Советского Союза, они докладывал духовный отдел СССР. Но их не старший Сабир, Мамедов Сабир, мне это все открывал. Он контролировал бухарские медреса от ККБ, полковник ККБ в отставке. Поэтому также вот эти люди, которые в Дагестане, кто учился, приехал в бухарскую медресе, они мне открыто говорили, даже Сираждин говорил, Мавлюдин говорил: мы не можем прийти к власти, духовной власти, мы не можем взять. Почему? Потому что нас ККБ готовил против истинных мусульман. Я тогда их не пускал
к должности. Почему? Потому что эти люди будет интересы нашего народа передавать опять же Азербайджану. А Паша Заде их с ними вместе учился в одном бухарском медресе. Они с духовной точки зрения сегодняшний день захватили наши мечети. Почему я, как имам Лезгистана, не могу вести в этих мечетях проповеди? Укреплять, сделать свой народ. Потому что они запрещают. Мне говорят, сюда не приезжай. Не приезжай сюда, говорят. Мы тебя убьем, мы тебя завалим, мы тебя посадим. Ты попробуй, говорит, поднять национальные интересы своего народа лезгин. Мы тебя там же уничтожим, Россия. Поэтому я поставил на кон свою жизнь, защищая интерес своего народа. Но вы это должны понимать. Сегодня, когда я прошу народа, о люди, о лезгине, поддержи меня против этих оккупантов, никто меня не поддерживает. Ни финансово, ни в чем. Многие бизнесмены прям работают с Азербайджаном вместе, совместно против нас, против нашего. Все предали наши национальные интересы. Боится даже поддержать активистов Садвал организации. И скольких лидеров они убивали, задушили. Это все из Азербайджана заказ Министерства национальной безопасности. Ведут тайную войну против наших лезгин. Мне тоже много они угрожают. Мне говорят, мы Бабаев Шаглара скоро убьем, того убьем, всех мы так раком поставим, убьем. Вот эти слова я всегда слышу от этих спецслужб Азербайджана. Понимаешь? Разве мы не люди защищать честь, совесть своего народа? Мы тут обязаны перед Аллахом. Аллах для этого нам дал разум, чтобы мы пошел, поддержал свой народ. А многие, сегодняшний день даже так считают, как будто я у них все забираю. Поставь свою жизнь на кон, иди в банк против этих врагов, если у вас есть дух, если у вас хватит этот дух. У вас это страх, потому что у вас есть семьи, дети, дома, земля, территория. Вы боитесь, что у вас это отнимет. Но у вас это отнимет рано-поздно, все равно отнимет. А у меня ничего нету, кроме вас. У меня ни земли нету, ни дом нету, ничего нету. Я вырос в отцовском доме, вышел и все. Я не гонюсь, кроме могилы, у меня ничего нету, о люди. Почему вы не понимаете? Если я пойду, как вы, на работу, а кто будет ваши дела решать? Когда я прошу у вас, поддержи меня в вашем деле, чтобы мы как-то выйти из этой положения. Вы даже жалеете меня там какой-то рубль отправить, поддержку делать. Как будто у меня Азербайджан пускает слухи, армяне меня столько деньги дали, богатство дали, как будто у меня столько я получил. Как могут армяне меня поддержку давать, если Пашинян их не человек? Неужели вы не размышляете? Пашинян, Алиев, они вместе, совместно борются против кавказских народов, против России. Они и Грузию сейчас хотят объединить против России полностью, чтобы НАТО зашел полностью, Кавказ, чтобы ваш кровь там везде под их ногами, чтобы был. Я вам это заранее открывал, все их планы, и вы меня не понимаете. Вы же видите, Израиль ведут против Палестины войну, а Азербайджан, Турция поддерживает террористические государства сионистов. Ну, рано-поздно они же будут отомстить Россию за то, что Россия поддержал Палестину. Они же придут в Азербайджан своими войсками, все, и захотят открыть второй фронт оттуда еще, с Украины, с Казахстана против России, отомстить. Они же придут.
Почему вы сегодня не размышляете? Их политика как строена против вас. А когда я прошу у вас подделай против этих оккупантов, вы мне говорите, я как будто получал от армян. Как я могу от армян получить, если армяне совместно с азербайджанским президентом работают против вас? Я же говорил в своих речах, надо скинуть вот это Пашиняна тоже. Почему? Потому что Пашинян повторяет идеи Саакашвили. Сколько грузины выгнали с территории Российской Федерации в то время, когда Саакашвили перешел на сторону НАТО, Европу, Америки, начал бомбить Осетию, Абхазию, везде. Сколько? Поэтому Россию пришлось выгнать многих грузинов из-за халатное отношение этого Саакашвили. Вот так же сегодня Пашинян повторяет эти идеи против Российской Федерации идет. Он взял пример от Саакашвили, но завтра придется многих армянов, которые годами жили на территории Краснодаре, Ставрополе, по всему Россию. Потому что Пашинян разрушает не то, что отдал Азербайджану, подарил вот это Арцах. Он разрушает семьи всех армянского народа, который веками живут на территории Российской Федерации, имеют свой бизнес, живут, ведут свой образ жизни. С этой точки зрения Россия не захотят завтра, чтобы шпионаж пошел сильный, потому что Америка будет использовать армянский народ на территории Российской Федерации против России. А Россия скажет, давай забери свои шмотки, уходи с территории. Раз вы нас предаете нашим врагам, это право российское правительство будет право во всех делах. Если вы сегодня будете поддерживать интерес Пашиняна. Вот так же Азербайджану это выгодно, Турцию это выгодно. Они его купили. Они его купили, чтобы уничтожить ваш образ жизни на территории Российской Федерации. Вы это должен сегодня понимать, армянский народ. Вы же знаете, веками Россия ваш сосед. Вы знаете, Кавказ ваш соседи. Вы знаете, все, мы перемешаны жили во времена, начиная с Советского Союза. Кто разрушил это? Гайдар Алиев, Америка, НАТО, вот эти Англии, все страны. Комитет 300, который называется масоны, вот они идут против вас. Но вы это сегодня должны понимать. Устоять против несправедливости. А несправедливость находится на стороне Ильхам Алиева, также на стороне Пашиняна, также на стороне правительства Грузии. Почему? Потому что они с другого конца людям обещают ради деньги, давай твои войска отправь, используй нашу землю, иди против России, наших соседей. Но нам же наш пророк Мухаммад запретил ущемлять права своего соседа, хоть кто бы он ни был, хоть он мусульманин, хоть он не мусульманин, хоть он христианин, кто бы ни был. Запрещено ущемлять права любого человека на земле, если этот человек не идет против твоей веры, против Аллаха. Поэтому с этой точки зрения я вижу, какой беспредел ведут правительство Азербайджана, правительство Армении, правительство Грузии. Они говорят, Россия оккупанты. Но это все-таки, хоть они оккупанты, но оккупанты, они соседи, веками они живут с нами. Это сосед все-таки. Ладно, между нами мы сами разберемся без Америки, без НАТО. Есть такие обычаи, есть такие традиции. Это называется нашим соседом. У любого человека есть враги. И соседи, и по огороду, по земельные участки, короче. Но это разборки мы сами разбираемся.
Но Америка так не хочет. Америка хочет Россию разграбить, НАТО хочет Россию разграбить. Армянский народ они хотят использовать. Азербайджанский народ сейчас они используют полностью по Россию. Все рынки, все эти передвижения, танки, БТРы. Сразу сообщает НАТО, Америку, Турцию, сразу сообщает. Вот на передвижение отсюда с военной части вышел войска. Куда они едут? Донбасс. Все. Они уже знают, что Донбасс едет. Уже пока они доедут до Донбасса, это войска уничтожены. Откуда? Вот разведка так работает. Вот Азербайджанская республика так работает, чтобы уничтожили российские войска на территории Российской Федерации, пока они не доехали даже до Донбасса. Понимаешь, а там правительство Украины, они миллиарды получают, им наплевать, сколько славяне там будет убивать. Пусть славянский народ друг друга убивает, кайфуют они, а мы будем зарабатывать деньги. Они так думают. Эти тупорылые не знают, что Россия их не соседи. Они могут бы за стол сидеть, решить все проблемы внутренние, поддержая друг другу славянские народы. Но им же не дает какой-то там масоновский мафию, чтобы они объединились. Они же сделали ставку на этих славянские народы, а завтра они будут делать ставки на кавказских народов. Вот политика Азербайджана заразная. Они ради деньги предают все интересы всех народов на этом странах СНГ даже. Давая нефть, продавая нефть свою, они ведут свою сплетни, ведут свою, лишь бы чтобы у них покупал, у России не покупал, они ведут свою грязную политику против своих же соседов. Вот так же они ущемляют наши права, наш честь, совесть. Нам говорят, лезгин, у вас мат нет, у вас мат, язык, я топтаю честь вашей, говорит. Вот это так получается, она автоматически, если нам запрещает наш родной язык. А почему вы не понимаете, мои братья и сестры? Разве у нас нет мат, отец? Разве мы не обязаны уважать свою старшим, младшим? Разве это не язык, который нам дал наш матеря, отцы? А кто они такие, эти варвары, оккупанты, которые пришли на нашу землю, нам запрещают нашу историю, нашу культуру? За то, что книгу читаешь, историю, лезгин, они берут 12-15 лет срок дают, садвал. Сразу приписывают садвал, террорист, короче, иди. Ложь говорит, сажает в тюрьмы. Вот эти твари, как нам поступить с этим заразным клопам, короче, который кровь пьет нашу 105 лет. Почему вы это не понимаете? И меня выдумывают всякие чушь, типа я вас призываю к войну. Как я вас могу не призывать к справедливости, когда они 105 лет ведут свою несправедливость против нашего народа? Не то, что против нашего народа, даже против России они яму копают, чтобы Россия, все города, чтобы руинами стали. Поэтому у них крови вот этой гадости делать. Но пророк такую религию нам не принес, чтобы делать гадость людям. Даже бери сами азербайджанцы на свою, которые они себя считают, что это наша земля, не могут против своего правительства что говорить, что-то говорить. Ловят, сажают в тюрьмы, там их бьют как скот. Или убегают они на эти территории, вырос, сразу убегают. На них привязали, короче, деньги. За все должен платить за то, что живет в территории Азербайджана. Даже берите вот пожилую женщину, которая в глаза брызгал газ. Вот бери вот такие черти, где честь, совесть мусульман, себя они считают, где это достоинство уважать старшим, младшим. У них нет же этого, потому что они зараза. Это и есть
геморрой для всех народов Кавказа. Когда вам говорю я, о, люди Кавказа, объединяйтесь. Сегодня мы должен сила, единственная сила, и защищать ворота, южные ворота, чтобы зло не зашло. Зло – это НАТО, Америка, европейские страны. Вы же видите, что творится в Палестине. Убивая детей, матерей, отцов. В исламе что сказано? Нам деревья резать, дома разрушать, скот убивать. Понимаешь, столько нашей религии священной, наша война священной, нам запрет сделал в этом, как после того, когда захватывают эти земли. Мы только там можем распространять слово нашего Господа, больше ничего. И их дети взять образ жизни их, стать им отцом каждый, справедливый, честный человек. Нам не сказано издеваться, убивать, над ними издеваться, как азербайджанцы говорят, нам нужен джигер этого, надо кушать, кровь надо пить армянского народа, как они кричат на весь мир. Где их воспитание? Нету, потому что это коварный план этого правительства Азербайджана. Поэтому я призываю вас к миру, мой народ. А чтобы, если вы мир хотите, вы должны взяться за оружие против зла. Вы мир никогда не сделаете, пока у вас находится вот эта злая республика. Понимаешь? Мир исходит тогда, когда ты его защищаешь. Но сегодня вы обязаны защищать родной язык, культура, история. Все вы обязаны. В первую очередь, начиная от всемогущего Аллаха, который одарил вам в этом на земле уголок земли. Дом, жизнь, семья. Это все вы обязаны защищать. Это есть, входит в святость. Даже кулачок земли, который у вас отняли, обратно вас учат в Коране. Аллах говорит, выгони их оттуда обратно, короче говоря. Потому что они беспределом зашел, убивая наших предков. Ататурк им поддерживал это злые намерения против нас. Коммунисты это поддерживали, уничтожая наш народ. Поэтому это все зло, которое перешло на наши земли. Мы не должны сегодня сидеть сложа руки. О, братья мои сестры, оккупанты ни в какую рамку они не заходят. Оккупанты – это есть беспредельщики. Мы не оккупировали чьи-то там земли, захватили огороды, заставляли нашу национальность приписывать всем. Они это заставляют. Они все растет, а у нас меньше становится народ. Сколько шейхи, даже все говорят, столько тысяч лет они нас ассимилируют, чтобы мы с лица земли было уничтожено, наш народ. Но все равно мы боремся, защищая интерес своих национальных интересов. Поэтому Азербайджан полностью, как клоп, сидит на наших землях, пьет кровь нашего народа. Даже последние деньги у бабушек, у дедушек, в огородах, что зарабатывают, это тоже они забирают. Также они наших бизнесменов, которые находятся в Кусарском районе, Хачмазе, Худате, Кабеле, везде отнимают у них деньги, вымогают у них все. А кто будет их защищать? Мы же обязаны защищать. Сейчас сидят кусарские бизнесмены в тюрьмах в Азербайджане за то, что у них есть ходовые места, бизнесы, а правительственные люди Азербайджана дал команду посадить, забрать их все имущество под себя. Вот они ведут такую грязную политику против нас, наших лезгин.
Неужели эти лезгины, которые имеют чуть-чуть деньги, они должны сидеть в тюрьмах, когда у них мозг работает, всем сытый народ помогает, а посмотрите, какую политику они ведут. Вот так же они в Дербенте, самый богатый человек Наврузова, убили прямо в дом, короче, зашел, застрелили. Почему? Потому что у него есть богатство, они могут в любое время поддержать лезгин, и от этого могут лезгины свой национальный вопрос поднимать. Они вот так думают. Разве у нас честь нету? Родной язык, который Аллах дал, это честь, совесть нашей. А почему мы не должны любить, уважать? Вот так нас учит Азербайджан. Это заразная республика. Очнитесь, мои братья и сестры. Я вас призываю к миру. А мир вы обязаны защищать. Я знаю, что у меня по стопам они ходят, хотят меня навредить. Это Азербайджанская республика. Я знаю, что я вас сердца побуждаю полностью, чтобы вы очнулись от этого сна. Но они меня ненавидят. Почему? Потому что я открываю их секреты, все, тайны. И поэтому они меня считают, что я враг номер один. Я открываю глаза многих лезгин. Поэтому они любыми путями готовы меня уничтожить, убить, лишь бы чтобы лезгин вопрос не поднимался. Они от армян столько не боятся, потому что Пашинян они купили. Они от Франции, от Америки, от других, Украины не боятся, но они боятся лезгин. Почему? Потому что Гайдар Алиев сам говорил, самая опасная сторона – это лезгины. Когда лезгины встанет, Азербайджан исчезнет. У них не будет такой национальной вражда, как с Арменией, с лезгинами. Потому что это земли, там много лезгины. Когда лезгины голову поднимет, даже Азербайджан, который переписывал, там 2-3 миллиона лезгины, скажет, лезгин, наш бабушки, дедушки лезгины. Мы не согласны с вашей национальностью. Вы заставляли нам это делать. И сразу у нас станет несколько миллионной армии, короче. Этого боятся они. Потому что они на ложь, свою ложь устроил на нашей земле. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, будьте честными, справедливыми. Если Азербайджан говорит, Россия ваши враги, не верьте. Почему не? Я говорю вам. У российского народа в сердце нет такой гадости делать, тебе яму копать, понимаешь, чем у них. У них они друг другу яму копают, они друг другу грызут, короче. У них это от природы. Почему? Потому что они себя не знают, кто у них отец, мать. Они и то себя считают азербайджанцами, и то себя считают турками, и то себя считают хаджарами, и то себя считают там персами. На все стороны себя считают, и то себя считают лезгинами, а потом говорят, мы азербайджанцы. Но они не нашли своего отца, поэтому с ними никакие дела мы не имеем. Если взять по доброту, по бизнесу, не имеем. Почему? Потому что в любое время они могут обмануть нас. От них не исходит справедливость. От них исходит, где деньги есть, там как-то обмануть. Они могут даже гири, дырки делать, 200 грамм оттуда вытащить, сделать, поставить на весах, обманывать этого. Бывали такие случаи. Потому что люди базарные. На базарах все происходит, зло. Они учат зло. Это воспитание, рыночное воспитание, это кого-то обмануть. Это мошеннический образ жизни. Там справедливость вы не найдете. Поэтому берите пророка Шуайба. Его время
такое же положение было, как сегодня. На весах обманывают. Аллах что сделал? Уничтожил этот род Шуайба, пророка. Но сегодня такое же время, опять же, во всех рынках, по всему миру. А кто это? Это все деньги приходят в Азербайджан. Даже там таджики будут продавать, узбеки будут продавать, но все равно Азербайджан контролирует это все. Они на них работают. Везде они будут обманывать и получать незаконные деньги. А раз это незаконно, за незаконными деньгами за ними следует наказание Аллаха. Да поможет нам Аллах во всех праведных делах, дорогие мои братья и сестры. Я желаю вам всего наилучшего, что Аллах дал в этом мире и в вечном жизни. Оставайтесь на стороне справедливости, держитесь крепче за Аллаха. Религия ваша, Аллах, это есть ислам. Эта религия никогда никто не смогут разделить, как сегодня по всему миру разделили. Мекке говорят, мы ваххабиты, короче говорят. В другом месте говорят, мы салафиты, говорят. В третьем месте говорят, мы суфисты. В четвертом тарикаты, хизбы ислам, хизбы тахир. Как бы только себя они сектора не считали, это не религия ислама. Религия ислама ясно вам открыто сказано в Коране. Аллах говорит, моя религия это ислам 5 столпов. Я его охраняю до судного дня, это религия Аллаха. Мимо этого религии, кто себя кем-то считает, или какой-то агида себя считает, у него право, не право, это ложь, не верьте. Есть у чабана свое знание, он намаз делает и занимается пастухом по своим. Есть у лесника свой. Аллах всю природу так поставили, чтобы над ними человек как наместник был. И каждый человек, кто признал Аллаха, ля илляха илляллах, Мухаммадан Расулуллах, на этот уровень знания поклоняется, падает низ перед Аллахом, охраняет даже животноводство, или лес, или там горы, или поля, и это религия Аллаха. Почему? Потому что это труды, которые они на этом земле трудятся ради Аллаха, это все пишется благие дела в этом религии, исламе. Поэтому у каждого есть знание, где, как лестница, Аллах строил пирамиду во главе, если пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стоит в этом пирамиде, что привез религия ислам, а на самом конце лестницы стоит, например, кто дрова таскает, кто там сено косит. Это все входит в труды в ислам. Почему за эти труды, за бисмиллах, что они делают ради Аллаха, что ухаживают, кормят путников, там за все им награда идет. Вот поэтому агида, если вы хотите знать, это ислам есть агида, 5 столпов. Придерживайтесь религии Аллаха, который сам охраняет до судного дня. Не считайте никогда, я ваххабит, я суфист, я тарикат, у меня хизб ислам. Это все ложь шайтана. Почему? Потому что именно шайтан внутри религии создает смуту, чтобы вы грызли верующие. Вы, верующие мусульмане, против друг друга шел. Поэтому, если где-то у кого-то знание кончается, мы должны согласиться с ним ради Аллаха, что у него дальше знаний нету. Но эти люди обязаны входить в мечеть, получать истинные религии от имама. Чистая религия от Аллаха, когда исходит к имамам, это и есть источник, откуда все чистую воду пьют. От Аллаха сходит к нам в наших речах, проповедях. Это нур заходит в каждого человека, у него иман поднимается, вера поднимается, он придерживает единобожие Аллаха. Это и есть религия Аллаха. А то, что вы там учились хоть Коран наизусть, как бы его читали, это не религия.
Религия, когда вы делаете свои деяния ради Аллаха, хорошие, добрые деяния, вот это и есть религия вашей. Вы уже доказываете себя как пример на земле, справедливый, честный человек. Вот это и есть ваша религия. А то сегодня даджал, который говорит человеческим голосом, лучше всех вас без ошибки читает Коран для вас, но вы покорны этому даджалу. Вы служите даджалу, вы находитесь под когтям даджала. Он вас даже вашей религии подносит, как вам красиво. И вы служите, падает ниц перед даджалом. Вы без него не сможете, без этого даджала жить сегодня. Поэтому вы предали религии, настоящей религии своего Господа. Сектора. И в Коране ясно вам открыто говорит, они будут довольны своими секторами перед судным днем. Действительно, вы сегодня сами себя разделили, отодвинули ислам далеко, и своим деянием вы не хотите на земле доказать, что это религия Аллаха. Почему пророк именно доказывал своих добрым деянием религии, распространял? Это есть. Если у тебя нет деяния, твое слово ничего не доказал на этом земле. А печать на каждое доброе деяние – это есть твои амали, которые ты подтверждаешь на земле. Вот верующий, вам эта религия нужна. А то, что вы говорите, а не делаете, не религия. Также шайтан тоже читает Коран. Почему? Потому что в вас раскол делает. Одним говорит, вы суфисты, а вторым говорит, вы тарикатчики, третьим говорит, вы ваххабиты, четвертым говорит, вы салафиты, хизби ислам, хизби тахир, как бы вас только не считает. А потом говорит, у него вера неправильна, у тебя вера неправильна. Вот так он смуту создает внутри ислама. Каждый подходит, он шепчет, дьявол ваш враг. И вы подаете дьяволу, идете, грызете друг другу мясо. Вы убиваете тех, даже ля илляха илляллах, кто говорит Мухаммадан Расулуллах. Это неправильные идеи у вас. У вас то, что вы каждый сектора, это все надо в одну консервную банку закопать глубоко. Азербайджанцы говорят, мы мусульмане, а не хочет смотреть конституцию свою. Если вы мусульмане, почему у вас конституции нет? Бисмилля. Почему нету? Потому что вы слепые, немые, глухие. У вас нет знаний ни с какой стороны. У вас нет язык против того. Мини-юбки стоит жена Ильхам Алиева. Второй человек как президент. Вы берете пример от него, ваши дочеря поправляете от него к ней, бери пример от нашего президента. Это позорище. Вы просто-напросто предал честь, совесть. И вы не знаете религии. Вы мне говорите, я ничего не знаю. Аллах меня ко всему учит. А вы еще находитесь под когтями ваших дьяволов. В мраке. Если вы хотите выходить из мрака к свет моего Господа, выходите. Я вам помогу во имя Аллаха. Не хотите, оставайтесь там, пока смерть не укусит вас. Когда земля вас не проглотит, вы тогда узнаете правду своего Господа. Уже поздно для вас это будет. Великая хвала могущему Аллаху, все знающему Аллаху, все цветущему. Воистину покорные рабы никогда от Аллаха не отворачиваются даже на секунду, на минуту. Они знают, когда они где-то говорит, Аллах ближе к нему, чем он сам к себе. Он говорит слово своего Господа. Да поможет нам все знающий Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры.